Давайте вместе напишем первую главу этой удивительной истории. А начнем мы с музыки, которая давно стала символом новогодних праздников. Это песня пожелания «Мост в будущее». В ней живет простая и великая сила – сила надежды. Ведь порой в рутине всех дней мы забываем о самом главном – о нашей мечте и вере в будущее. И этот номер исполнят те, для кого будущее наполнено самыми яркими и смелыми мечтами. Пусть эта знакомая мелодия в их исполнении станет для нас обещанием новых начинаний. Встречайте эстрадный ансамбль «Кон Колоре», учитель Ирина Мышковская. Искры огней исчезают.
путешествие продолжается остановкой в самые светлые его части. Песня «Крылатые качели» — это не просто мелодия из детства. Это само ощущение того, что земля уплывает из-под ног, а в сердце — небо и восторг. И она — важное напоминание для всех нас. Да, детство заканчивается, взрослая жизнь требует решений и ответственности. Но мудрость в том, чтобы вынести из того времени самое главное. Смелость мечтать так же широко и легко, как на тех самых качелях. Ведь именно наши мечты рисуют карту будущего и ведут нас вперед. И сейчас эту смелость и легкость нам подарят Мария Юшкевич, учитель Ирина Мушковская и эстрадный ансамбль «Кон Колоре». Учебный год в детской музыкальной школе искусств номер 1 имени Ларисы Помпеевны Александровской проходит под знаком столетия. В связи с юбилейной датой пройдет множество ярких творческих мероприятий. Одно из них – конкурс фоторабот «Моя любимая музыкалка». Конкурс стартовал в преддверии Международного дня музыки. Самые активные обучающиеся школы представили свои творческие работы. И сегодня авторы лучших фоторабот будут отмечены памятными наградами. Для награждения на сцену приглашается директор школы Алла Иосифовна Майстер.
Внимание на экран. Грамота вручается победителю фотоконкурса Валентине Сакович. Она представила нам фото из своего раннего детства. На сцену приглашается Мария Гнитько. Вы можете увидеть на экране удивительно красивое фото в ретро-стиле. Приглашается Михаил Богданович. Только посмотрите, какая добрая и позитивная фотография была сделана Михаилом. На сцену приглашается Анастасия Охременко. На фото прекрасные виды здания нашей любимой музыкальной школы. Благодарим ребят за участие. Часто кажется, что классика – это всегда что-то сложное и чрезмерно серьезное. Но это вовсе не так. Любая современная мелодия выросла из классической музыки, а в ней, как и в жизни, всегда есть место для подлинной радости. И сейчас мы в этом убедимся. Прозвучит «Жига» – старинный танец, который несколько веков назад заряжал энергией европейские бальные залы. Это музыка, где за весельем и скоростью скрывается истинное мастерство. Джованни Марко Рутини, «Жига», исполняет Егор Михаленок, учитель Владимир Пашкевич.
Готовы к зажигательному ритму? Сейчас с нашей сцены прозвучит румба, музыка, в которой живет энергия солнца и праздника жизни. Символично, что фейерверк ритмов передается в нашем проекте из рук в руки, от опытного мастера, талантливой ученицы. И совместное исполнение с оркестром – это и есть сама суть нашего вечера. Опыт ведет за собой, а молодость зажигает новые звезды. Александр Петренко, румба, исполняет Анна Абимах, учитель Анастасия Данилова.
следующий номер подарит нам самую светлую и радостную музыку. Детский джаз. Это как первый рисунок, яркий, смелый и полный радости открытия. Ирина Крисониди, детский джаз, исполняет хор младших классов фортепианного отделения. Руководитель Екатерина Бакун. А мы меняем ритм. Со сцены прозвучит яркая танго, музыка, где элегантность встречается с неукротимой энергией. И в этом номере, как в капле воды, отражается суть всего нашего проекта. Виртуозное мастерство, переданное из рук в руки, и юный талант,
который, опираясь на него, смело создает свое прочтение. Валерий Сапаров, а-ля танго, исполняет Елизавета Гильс, учитель Анастасия Данилова. Музыка, несущая в себе энергию солнца, праздника и безудержного веселья. Тарантелла – это танец, в котором бьется само сердце Италии. И сегодня на нашей большой сцене эта стихия рождается в удивительном союзе. Искрометной энергии детских голосов и виртуозной поддержки оркестра «Мимига». Это и есть воплощение нашей мечты, когда вдохновение юных артистов, подхваченное крыльями профессионального коллектива,
взлетает под самые своды зала. Тарантелло исполняет образцовый детский хор «Тоника», творческий руководитель Анна Цветкова. Позвольте представить вам, уважаемые зрители, автора аранжировки, заслуженного артиста Республики Беларусь Владимира Ткаченко. Следующий музыкальный номер принесет на сцену вихрь венгерских мотивов. Чардыш – это энергия, требующая и технической безупречности, и подлинной страсти. В ней слышится дух свободы и многовековые традиции. И как прекрасно, что эстафету этой традиции сегодня принимает новое поколение, смело беря в руки самый сложный музыкальный материал и зажигая его своим талантом. Петра Итуральдия, Чардыш, исполняет Юлия Будгусаим, учитель Анастасия Нестеревская.
текст. Ее главный смысл может скрываться в тени гармонии и в диалоге инструментов, заставляя нас слушать не слова, а то, что живет внутри музыки. Это может быть чудо земли, чистая любовь к жизни, ощущение, что каждый наш шаг словно маленький импульс очерчивает судьбу целой вселенной. И именно этот импульс, этот чистый творческий ток живет в наших детях. И сейчас нас ожидает новое чудо. Чудо, которое рождается, когда десятки детских голосов, чистых и искренних, поднимаются под своды этого зала, чтобы слиться в одну мелодию. Они исполнят «Адиемус» Карла Дженкинса, музыку, которая сама по себе похожа на полет в страну без границ, на языке, понятном только сердцу. И пусть они еще маленькие, но в их пении вся сила первой, самой искренней любви к музыке. Встречайте юных хранителей этого музыкального чуда. Детский хор «Прима», творческий руководитель Мария Павлович. Палладио Карла Дженкинса. Это гипнотический ритм, энергия в чистом виде и диалог эпох, воплощенный в звуки. И нет инструмента современнее и интереснее, чем саксофон.
Сейчас вы услышите, как отдельные голоса этих инструментов сплетаются в единый, мощный и неостановимый поток. Это и есть магия ансамбля, где важна каждая нота. Дженкинс, Палладио, исполняет ансамбль саксофонов. Творческий руководитель Анастасия Нестеревская.
Перенесемся в самое сердце жаркого карнавала. Бразильская акварель – это зажигательный ритм самбы и дух свободы, воплощенный в музыке. Пусть наш зал на несколько минут станет шумными улицами Рио, где каждый звук саксофона – это всплеск цвета, страсти и неудержимой радости жизни. Ари Барозу, Бразилия. Big Time. Музыка, которую можно сравнить с ярким неоновым светом большого города. Она ослепляет, завораживает и зовет за собой. И осваивать этот музыкальный мегаполис юному таланту всегда интереснее с опытным проводником, который знает все его улочки и закоулки. Их совместное исполнение – это и есть настоящее приключение. Фрэнк Вилдом, Джек Мерфи. Big Time исполняет София Обух, учитель Ирина Мышковская. Then come and see
продолжаем заряжаться энергией джаза. Со сцены прозвучит «Син-Син-Син». Та самая композиция, под которую просто невозможно усидеть на месте. Это чистый драйв, свинг и отличное настроение от первого до последнего такта. «Син-Син». Партию ударной установки исполняет Владислав Матюшенко, учитель Сергей Шептунов. Ансамбль ударных инструментов «Римшот» — это настоящий театр. Коллектив не просто играет, он создает магию ритма, заряжает оптимизмом и доказывает, что ударные могут говорить на языке поэзии и драйва. Следующий номер раскрасит замечательная группа ударных инструментов. От переливчатых и певучих — маримба, ксилофон, колокольчики — до ритмичных и мощных — литавры, малый и большой барабан, тарелки, там-там. А треугольник и коробочки добавят тонкие, но очень важные краски. Прислушайтесь к этому многообразию, оно того стоит.
Нам предстоит уникальное путешествие по 3 совершенно разным мирам. Сначала напряженная детективная логика и романтичная, как туманный Лондон, увертюра к приключениям Шерлока Холмса. Затем озорной и стремительный галоп комедиантов, где каждый музыкант на мгновение станет лицедеем. И, наконец, огненная кульминация, знаменитый танец саблями, требующий невероятной энергии и слаженности. Встречайте универсальных мастеров музыкального перевоплощения, образцовый ансамбль «Римшот» под руководством Александры Коньковой. Этот триптих – настоящая визитная карточка их виртуозности. Владимир Дашкевич. Увертюра из телесериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Дмитрий Ковалевский. Галоп из сюиты комедианта.
Дорогие друзья, сегодняшний концерт особенный. Он рожден уникальным творческим союзом. Наша школа представляет проект совместно с нашим надежным партнером, концертным оркестром «Немига», одним из лучших профессиональных коллективов. Вся музыка, которую вы сегодня услышите в исполнении юных солистов и ансамблей, обрела свою новую, современную оркестровку благодаря таланту и кропотливому труду дирижера и автора всех аранжировок Сергея Гарбуза. Это уникальная атмосфера, новое прочтение, в котором классические произведения зазвучали свежо и ярко. Подготовка к этому вечеру стала для наших учеников незабываемым периодом роста. Насыщенные совместные репетиции с мастерами оркестра стали лучшей школой музыки и сценического мастерства. И этот проект не первый наш успешный творческий тандем, а новая глава в уже сложившейся красивой истории совместных выступлений. А сейчас в зале прольется тихий, теплый свет. Песня «Солнце колосы», луч солнца в отражении золотых колосьев. В ней живет память о земле, о просторе полей и о чем-то очень личном и родном. Петр Елфимов «Солнце колосы». Исполняет Полина Тиш, учитель Ирина Мышковская. Свое кохання
Наш концерт продолжается, и сейчас на сцене родится самый простой и самый важный рисунок. Помните, солнечный круг, небо вокруг – это рисунок мальчишки. В этой песне вся чистота мира увидена детскими глазами. И в ее припеве всего 4 строчки, но в них заключено все, что мы хотим защитить. Солнце, небо, мама и право ребенка сказать: пусть всегда буду я. Пусть эта мелодия даст нам силы для дальнейшего путешествия. Аркадий Островский «Пусть всегда будет солнце» исполняет Роман Бендитович, учитель Мария Павлович. А сейчас полет. Полет музыки, памяти и чувств. Зазвучит песня «Символ», песня «Птица». Летите, голуби, летите. В ней дух целой эпохи и вера в светлое будущее. У этого произведения в истории нашей школы есть свои особенные связи и крылья. Полвека назад с ней летели на московскую сцену юные голоса наших воспитанников школы. Их выступление стало памятным событием, которое бережно хранят. И сегодня, как эстафету, эту песню принимает новое поколение, наш сводный хор. Они не просто поют красивую песню, они возвращают в небо ту самую стаю, выпускают в полет тех самых голубей. Исаак Дунаевский, слова Михаила Матусовского «Летите, голуби» исполняет сводный хор школы в составе. Образцовый детский хор «Тоника», творческий руководитель Анна Цветкова. Детский хор «Прима», творческий руководитель Мария Павлович.
Учебный хор старших классов фортепианного отделения, творческий руководитель Ирина Ловчая. Хор младших классов фортепианного отделения, творческий руководитель Екатерина Бакова. Дорогие друзья, наш сегодняшний вечер подходит к концу. Мы прошли по удивительной дороге, полной разных музыкальных пейзажей. Каждый день, каждый месяц и каждый год перед нами стоит выбор. Кто-то выбирает путь простой и ясный, как классическая мелодия. Кто-то уходит в лабиринты гармонии, словно в тенистый лес. Кто-то сворачивает, чтобы позже вернуться в главной тени. Мы все идем разными путями. Но что, если на самом деле все гораздо проще? Что, если верный путь всегда один? Сегодня наша дорога была вымощена талантом и старанием юных музыкантов, освещали ее мудрость и поддержка наставников. И теперь нас всех ждет финальный главный шаг, который мы сделаем вместе. Потому что финальная песня и есть простой и ясный ответ. Это гимн каждому, кто понял, что нужно просто идти дорогой добра. Всегда иди дорогой.
это радость совместного творчества. Мы благодарим концертный оркестр «Немига» и главного дирижера Сергея Гарбуса. Пусть для наших юных музыкантов этот концерт станет теми самыми крылатыми качелями, с которых начинается большой полет. А для всех нас напоминание о том, что самое важное всегда просто. Это солнце, небо, музыка и доброта. Спасибо всем, кто был с нами в этот удивительный вечер, и до новых встреч!